не покинь, заховай от несчастья игроку. Хай придет на тебе Божье слово, хай свидет на тебе Божья радость войди в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Упокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Упокой, свершение, исполнение душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Упокой на всем свете, добрый стань святых Божьих церквах, изгнание всех, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заветуй святую церкву и ты, что с верой, пошану и страхом Божьим воходить в ей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сосветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, почестных святоров, диаконов Христе, все духовенство людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную Украину, нашу Беларусь, за врат на нежные влады, и весь белорусский народ за стойкостью веры и мужностью выпробования и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За наш город, за все города краины и за верных людей, что живут и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатую урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, помолись за мне поветры, за недужих и что терпят, за сневольных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За слугу Божию Катерину, за благословенной Супаковой, Елье и Каплеры, были пробашены все провины вольные и межвольные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Выбыться до всякого гнева, суммы, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, сбал, и стиражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, всешественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себя один одного и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя свято.
радуйся, чистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу и завсюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот Твоя люсь держава, и Твое владарство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, радуйся, житье мое, буду хвалить Господа. Буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Аси народных свиней, слово Бога ты неснародный. Деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии. И не зазнавший измены стался человеком. Ты был укрыжован на Христе Божий смертью, изнищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас, звал нас. Еще с упокоя Господу помолимся. Господи, смилуйся. Наступи, сержаться, сбой, стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, всечистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и завсюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый, человеколюбный Бог, выдали славу Отцу, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господи, Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые благие духа, Бой грез володарство небесное, счастливые тыя, что тужат, вояны сутешатся, счастливые тия, вояны отримают успадшину землю. Счастливые тыя, что мают Бога и смогу справедливости. Вояны насытятся, счастливые милосердные. Вояны зведают милость, счастливые чистые сердцем. Вояны уважать Бога, счастливые миротворцы. Вояны будут зваться
сынами Божьими. Счастливые те, кого проследуют за правду. Бо их есть владарство небесное. Счастливые выкари воскрылдят и проследуют, и кажут всякую неправду на возделяне. Радуйтесь и тешьтесь, Бог народа ваша в небе великая. Мудрость. Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, звал нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иудеи запечатали могильный камень, и жовниры стягився чистое тело Твое. Ты воскрес на третий день Христе спасе, даруючи свету житье. Деля этого силы небесные вскрикнули в Тебе життя давша. Слава воскресению Твоему, Христе! Слава владарству Твоему! Слава провиду Твоему, одиный человека любча! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты, Боже, воскрес могилы в славе, и свято воскресил с собою. Род людьми Тебе славить я Бога, и смерть сгинула. Адам, владару мой, радуется, и Эва, вызволенная путом, тешится и клича. Ты, Христе, то, яки даю всем воскресенье. Верховного и першегося род апостолов, Богом натхненного послідовника правди, Петра Великого, узвалены верою целуем путы Его, отпущение провинов просячи, Теперь завсёдно и веков. Аминь. Опекунка христиан беззаконная, кадайница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, алия добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кричат Тебе доверливо. Почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Тых, что шануют Тебе. Мати святий Боже наш, Тебе слава, Отцю і Сину і Святому Духу, теперь і завсюди, і на віки веков. Аминь. Святый Боже
Небеса вещают славу Божию, а творог рук ягоных рассказывая небоскил. По всей земли разрешился голосы, и аж до концов свету славы их. По всей земле разошелся голос их, И аж до концов свету славы их. Мудрость. Читание послания апостола Павлы до Колоссянов. Слухай важного. Браты, оборонитеся ж, як вибранці Божії, святые милованные, у щирую милосердность, лагодность, покору, деликатность, долготерпливость, терпящий один одного и даруючи себе взаємно, коли хто на кого має кривду, як Господь дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым обороніться в любов, якая есть повязь досконалости, и нехай володарить в сердце вашем супокой Христовый, до якого вы покликаны в одном теле, и будьте удячными. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте, за всей мудростью научайте и наставляйте один одного псальмами, гимнами и духовными песнями, за вдячностью спеваючи у сердцах ваших Богу. И хлеб И станет. твоему духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Небеса славят суды Твои, Господи, и верность Твою хоры святых. Бог прославлен в множестве святых. Мудрость станется. Будем слухать Святое Евангелие. Мир усим. И твоему духу. Читание Святого Евангелия по две руки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухай важного. У той час человек некий подошел до Иисуса и сказал: наставник добрый, что мне родить, как унаследовать житие вечное? Сказал же ему Иисус: чему ты называешь меня добрым? Никто не добрый, только один Бог. Ведаешь заповеди: не прелюбодейничай, не забивай, не крать, не сведши лживо, шануй батька твоего и мать твою. И он же сказал: все это заховал я с юнацтва моего. Почувши это, Иисус сказал ему: еще одного тебе не хапая, все, что маешь, продай и раздай Богим, и будешь иметь скарба на небе. И приходь и иди со мною. И он же, почувши это, моцно засмутился, тому, что был вельми богатым. Убачивши, что той моцно засмутился, Иисус сказал: як тяжко тим, хто має багатівості, у Царство Божие легшей, верблюду прости праски, вольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. И сказали ты, что чули, кто ж тады може збавиться. И он уже сказал: не машины людям,
магчымае Богу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Слава Тебе. Дорогі брати, сестри, сябри, мы пачулі з вами урывак Євангелія, вельмі загадкавы, шмат яго разважаюць, інтэрпрэтуюць. Выклікае гэты урывак Євангелія шматлікія пытанні. Між іншым, як пагадзіць у сваім жыцці багацце з аднаго боку і вернасць Богу з другога боку. Ці багацце не суперечыць маёй службе Господу. Такія пытанні гэты урывак выклікае. Давайте трошки поразважаем, яшчэ раз наблизим ту ситуацию, якая описывается у гэтым фрагменте Евангелия. Пэўны чалавек, Лука говорит, что это был некий начальник. Некий начальник пришел до Иисуса и задал это питание: что мне робить, как унаследовать жыццё вечное? Евангелие паводле Матвея, его евангелист называет юнаком, что это был юнак. Евангелист Марк кажа, что это был нехта, не удакладняе ані его узрост, ані его имя. Магчыма, некоторые лічаць, что это были два розныя человека, але мне все ж таки я схиляюсь до той думки, что это был один и той самый человек, про якога распавядаюць гэтыя все три евангелиста. Дык вось, падыходзіць гэты нейкі начальник и пытается: что мне робить, наставник добрый, как унаследовать жыццё вечное? И Господ яму говорить про то, что належить выконваць заповеди. Заповеди, про якія ён, гэты чалавек, які узрастаў у юдэйскай культуры, цудоўна ведаў. І вядома про гэта і сам той, хто пытае, сведчыць: усё гэта захаваў я з юнацтва майго. І гэты яго адказ: усё я захаваў гэта з юнацтва майго, гэты адказ, яго можна яшчэ інакш заінтэрпрэтаваць. Ну што ж ты хочаш? Што мне яшчэ зрабіць? Я пришел до тебе фактично для того, как ты подтвердил, что я на добром шляху, как ты меня похвалил. Что мне еще робить? Все ж я захоўваю. И вось гэты унутраны настрой, унутранае бачанне сябе, моральное бачанне сябе, духовное бачанне сябе данага чалавека, яно перашкаджае яму пабачыць нешта больш важнае. І вось таму Господ яму гаворыць: аднаго табе не хапае, усё, што маеш, прадай і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь і ідзі за мною. І, канешне, мова тут не пра скарб, не про то, что он был богатый, а про его привязанность. Этим я глубоко переконаны. Про его привязанность до того, что он имел. И за этой привязанности он не мог побачить никаких інших важных речей. А что это за важные речи, які он не мог побачить? Все мы зауважаем гэтыя словы: продай усё. Але забываем, што гэтым не сканчваецца навучанне Ісуса, скіраванае да гэтага чалавека. А менавіта Господ гаворыць: всё, што маеш, прадай і раздай убогім. І далей:
і приходь, і йди за мною. Увесь гэты высілак, раздання того, што ён мае, был дзеля одной мэты, как пайсці за Христом. Пайсці за Христом. Магчыма, Господ хотел, каб ён стал одним з апостолаў, якія ходзяць за ім і ўспрымаюць яго навучанне. І вось гэта якраз таки гэты маёнтак, які меў даны чалавек, яму перашкаджаў ісці за Христом. Таксама і ў нашым жыцці. Бо ведаем, што кожнае Євангеліє, яно датычыць непасрэдна нашага жыцця. І мы таксама маем размаітыя, скажем так, привязанности. Мы привязаны да, напрыклад, того, каб адпачываць. Мы любім, маем розныя віды адпачынку. І у адпачынку нічога дрэннага няма. Але калі мы, напрыклад, не прыходзім на літургію нядзельную, так і штосьці ёсць не так. Ёсць пэўная неўпарадкаванасць. Мы можам быць прывязаныя да таго, каб гуляць у камп'ютарныя гульні. Ну, таксама у камп'ютарных гульнях, інтэрнэце, ці музыкі, у слуханні музыкі таксама нічога благога няма. Але ці мы не аддаем увесь час. Ці слуханне музыкі, тэлебачання, інтэрнэта, карыстанне з інтэрнэта не пачынае ўжо кіраваць нашым жыццём, нашым, скажем так, распарадкам. Ці не ўплывае гэта істотна на наше жыццё. І, здаецца, я кажу пра нейкія такія дробязі, якія наўпрост не звязаныя з Євангеліем. Магчыма і так. Тады варта задаць сабе пытанне: а што мне перашкаджае? Што мне перашкаджае ісці за Христом? Бо гэтыя словы «прыходзь і ідзі за мною» скіраваны не толькі да сённяшняга начальніка нейкага, але для кожнага з нас. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем: Господи, смилуйся. Господи, всемогутний Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего соседнего бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за Богом, стяженную Украину нашу Беларусь, за врат належную лады и войска, и увесь белорусский народ за стойкостью веры, мужеству и выпробования, и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти, за основальников этой святой церкви,
и за всіх ранее дошовших отцов и братов наших, які тут и на кожному іншому місці споживають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Яше молимся за все человечество, яко терпит причину поширения пандемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых, и за тех, кто отдан им служит, а так само за померлых. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Лекаря души тела, с любовью, искушенным сердцем приходом к до себе и просим о здравии хворости, и вылечь немощи душу и тело услугу Твоих, Айса Виталяя, Айса Диакона Вячеслава, пробаши все провины вольные, межвольные, худ подними их. С ложа хворобы молимся, ради подшуй нас и измилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за доброчинцев для Святой Церкви, за ты, что приносят дары, працуют и спевают ее, и за всех тут присутных людей, які чекають от Тебе багаття Твоего змилования. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Бог Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь за все и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, змилуйся. Божа Духа и всякого телесного створения, что завоевал смерти, дьявола перемог и даровался свету Твоему житию, супокой душу заснула и слуги Твоей Катерины, вместе светлым, вместе радостным, вместе спокойным, те нема ни болю, ни суму, ни плашу. Всякую правильно зробленную йой, словом, учителю, думкою, ты, як добрый человеколюбный Бог, пробаш йой. Бо нема живого человека николи не обуди, який б не звершил, поразили только без греху, справедливость Твоя, справедливость навеки, и слово Твое правда. Вот и воскресенье житё, и супокой заснула, и слуги Твоей, Катерины, Христе Боже наши, мы Тебе славу даем разом задвешен Твоим Отцом, Иисусе святым, добрым и живодушным Твоим Духом, теперь за все, да и на веки веков. Аминь. И все верные, шедшие, успокой Господу, помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жахся, спал, и стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды подоховую Твою могутную владу, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мы, что тайны способ, мы, что тайны способ, представляем,
епископа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, пожесных сипанов, диаконов, христианских духовенства, Богу, стиражом Украины, нашу Беларусь, ура належную ладу, основанию доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, а вспомнить Господь Бог своего владарства на все часы теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Как нам принять благодаром всех, якого необычного сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, зъедин благословенный Ты, и Твой всей святый добрый животворчий Дух теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Троицу одиносутную и нераздельную. Веру мудрости будьмо уважливые. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного зайцом, проз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел из неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был крыжован за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сходно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церкву, вызнаю единый хрост для отпущения грехов, черкаю воскресение мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, вашего силы дарования мире приносит. Дай миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будет с усими вами. И с Духом Твоим. Возьмем угору сердце наши. Мы воздявим до Господа. Подякуем
кланяться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиноксудно и нераздельной. Ты привел нас в небыту до бытия, коли мы упали, снова подняв, не переставал родить усек, а возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Дзеля гэтага дякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые, неведомые, явные, тайные, які Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоят великие множество архангелов, без лишенила Херувимы и Серафимы, шестикрылые шмотвоки, які, узнявшиеся высоко на крылах, вероможную песню поют, воскликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Господне. Госанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбным владару, и мы ускликаем, кажучи, святый и все святы, Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый и все святы, Ты и великая хвала Твоя, Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал как кожный, кто верить в Его не загинул, а имел життя вечное. И Он пришелший, исполнивший исправить для нас, ночью, яку Его выдали, а Богуший, коли Он сам отдал себе за життя свету, взял хлеб у свои святые, все чистые безвинные руки, и отдавший подяку, поблагословивший, освятивший, сломавший его, дал святым своим душам и апостолам кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Так само чашу поставить черви кажучи: «Пейте, з'ївся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Вы же памятующих это избавленный заповед, и все, что для нас дарилось, крыш похования, воскресение на третий день и заход на небо, сидение по правой руце, другое славное пристя. Приносим Тебе Твоя от Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую всяческую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Достойная правды, называй счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную
помилуй, Господи, святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, богослужебного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церква, супокой, целости, доброславия, здоровья и долголетия, как они мгновенно уважают нас словом Твоей правды. И дай нам одними устными, единым сердцем славить Твое божественное и вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду на веки веков. Аминь. Хай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнившись их святых и шедших с упокою Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, свяченные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святой небесный и духовных вярник, как одно слово и духовенность духовную посланному замен свою Божскую ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жаль, слава, стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешным, Господа, просим. Дай нам, Господи. Дай Бога спокою, верного наставника, опекуна души тела нашего, Господа, просим. Дай нам, Господи. Прощения и отпущения грехов и провинам нашего, Господа, просим. Дай нам, Господи. Всякого, что доброе и корыстное для душ наших, и супокойно свету, Господа, просим. Дай нам, Господи. Когда решите от життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказа, на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши одинство веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. И сраби нас достойными владару, с полным доверием и без осуждения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, как и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, если мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство, силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу скилите. Тебе, Господи. Дякуем Тебе, неважного владару, что Твоя безмежная сила все створил, без лишней милосердности Твоей привел все с неба до добытия. Глянь, Господи, с небес он на ты, что схилили голову свою перед Тобою. Мы не схилили их перед телами кривою, а перед Тобой всемогутным Богом. Да после владару принесенной, труд дары всем поровну раздай. Кожному поводу потреби, будь сподорожниками по морю, земли и поветря, оставь хворых лекарю души тела. Властью и милосердностью человеколюбства одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Боже, Господи,
спогадуй мені грешними, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадуй мені грешними, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадуй мені грешними, і змилуйся надо мною. Будьмо уважні, святі речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его на вышинах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, все роды яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и невольные, які я зробив словом і вчинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здражу ворогом Твоим тайным и не дам поцелунку, як людей, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суть и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господне. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, охаждуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, охаждуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, охаждуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, охаждуйте креницы несмяротности. Аллилуйя.
спал Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога она нас избавила. Благословенный Бог наш, на все часы, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Наши усы будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам петь славу Твою. Вот израбил нас достойными быть удельниками святых Твоих, Господи, несмертных и животворчих тайнах. Заковай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши Господи, святые, вся чистые, несмертные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как и Ты весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе один одного, и все житью наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Благодаря священне нашей, Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Имя Господня Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и освежаешь Ты, что ускладает на Тебе надею, избавь детей Твоих и благослови на Твой. Заховай в целости церковь Твою, не освети Ты, что любишь красу дому Твоему, и послал Твою Господь силу, не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церковь Твоим нашим, белорусскому народу, наречному ладу нашим, всем людям Твоим, было всякое доброе дарение. И дар досконалый заходит скорее Тебя, Отца Светла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, Господишный Боже, Ты весь свет створил и законы для всего установил. Кожному место призначил род людский, так исконцу полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю. Как все слухали ягоную науку и души следом за им, вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли слухали Твоих загадов, а лет деля человечей слабости часто падали и сневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебя щиро, даруй нам наши провины, нашу недбальность в относинах до Себе и до інших, даруй так само тим, хто кривдив нас і сніважав, борони нас от кривди ворожия, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры, сгоду в громадским семейном житті, загори наши особистые и народные раны души, які мы сами себе учинили, або от неприятеля отримали, у нашем штуденном житті свети наш розум Твоим евангельским светлом, как мы, заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсюду Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу, отверных слугов своих реке, праведным, сумленным и мудрым житем и деятельностью великих одолевшие доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожного из них, добавы батька и охранная мать, слушай щирой святой любовью, виховували Тебе на славу, а батьківщині на користь своїх діток. Особливую ласку дай молоді, как вона отримала глибоке християнське згадування і
и выросла на корыстных сынов и дошел своего народу. Благослови наши дошасные достатки, не дай гибнуть марным талентам, якие ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиться и закрасовать тебе на славу, и всему людству на корысти. Благослови пасу селянам на рожи работникам на фабриках, ученых, письменников, мостаков, капз ихней да помога, и белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, вся чистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрый нашу краину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, светница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стались народом святым, яки выконывая волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою клятву огульную доброту на земле, а в прышем житте отрымали вечное счастье, и неспынно отдавали славу Пашану и поклонение Богу Троице Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай буде имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай буде имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай буде имя Господня, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласку и огонь человеколюбства на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес мертвых, молитвами сошествия своей Мати, святых славных и годных похвалы апостолов, меж святыми Отца нашего Яна, Цалдарусного арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иосафата, арцебископа Полоцкого, святого апостола Петра, святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего Кирилла епископа Тулузского, святой Мати нашей Ефросинья Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога Отцов, Якима и Ганны, и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, Бог добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. И есть и будет. Могутный Боже, владарцу светов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусью
Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тобі, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбную владару, что деля нас помер и воскрес, и даровал нам в этой страшной животворчей тайне для добра и освящения души и тела. Дай, как пьяны были и мне, для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления в очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для согнения владарства Твоего. Камня захованы имен Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинства, и закончивши в этой житем надеи життя вечного, досягнув непроминального супокою, где безупинно чудный голос святых, и пануя вечная радость Ты, что оглядает невыказанную красу твару Твоего. Вот и соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение Твоей славу во все веки. Аминь. Всемогутность предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как навернулся и был живым, и яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, и яки нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте, и знойдете, стукайте, и отчинит вам. Да Тебе преподаем скрушливым сердцем, и слезьми молим Тебе: не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сутишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский до час на небо меньшим сечет. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избав людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаниям, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ, урад и всех, что стирают целость и спокой нашей краины. Выбыл от ее этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпят от этой хворобы. Подыми их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души Ты, что от этой хворобы правой верой и надеей воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, день мань ни боль, ни сум, ни плачу, але життя безконцею. Молитвами Найсвятейшей Богородицы и завсёды Девы Марии, заступництвом святых бестелесных силов и ангелов-охотников, ласкою и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и с святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ой, пробачте.